наш народ, татары, деды, наши прадеды давно служат русскому государству, начиная с русского царя, и принимали участие, временами очень активное участие в становлении нашей страны, нашего Отечества, и в тяжелые минуты вместе все боролись. Ну вот сейчас выяснилось, что Кузьма Минин, татарин был, который вот день, когда они освободили Москву от поляков, он вообще сейчас национальным праздником нашим считается. Поэтому вот такая автономия наша, она 100 лет вот официально получила автономию после Октябрьской революции. И это почетная дата. Мы, конечно, радуемся, что вот 100 лет. Раздаются всегда время от времени голоса. Нужно ликвидировать национальные автономии. Пусть будет Казанская губерния. В этом нет никакой необходимости, никакой угрозы о том, что у нас будет Татарская республика, целостности России, нету. Это вздор, это избыток. Могут появляться какие-то экстремисты и так далее, но это не связано с татарским народом. У нас нет желания выйти из России, например, что-то разрушить страну. Наоборот, мы служим своему Отечеству. Мы служим своему Отечеству. Вообще, в ближайшие годы будут так, что некоторые люди будут носителями нескольких этносов. Вот. Ну, хотя у меня мама, папа татарская, но я и в русской культуре вырос, я себя и русским ощущаю. И в этом нет ничего плохого. Это многообразие. Это многообразие, это богатство нашей страны, что у нас есть. Вот в стране соседствуют десятки народов со своими языками, со своими культурами. И федеральная власть, помимо всего, весь народ, должен поддерживать развитие этих национальных культур. Неформально, по существу. Нужно понимать, что это укрепляет нашу страну, делает ее богаче и сильнее. Вот наличие республик, наличие таких культур, официально поддерживаемых, вот этой некой государственности народа, это гармонизирует наше положение.